Мы продолжаем выпуск новостей валютного рынка. Курс доллара, установленный Центробанком, составил 61,41, евро 68,42. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгодный курс для покупки и американской, и европейской купюр в Восточном банке 61,30 и 68,20. Продажа доллара выгоднее всего в Россельхозбанке 61,80, обменять евро лучше в Восточном банке 68,77. Досрочную пенсию оформили 16 600 россиян в 2019 году. Россияне предпенсионного возраста, которые не могут найти работу, вправе выйти на пенсию на 2 года раньше положенного срока, отметили в Пенсионном фонде России. Такая возможность предусмотрена не ранее достижения гражданином 60 и 55 лет для тех, кто имеет большой стаж, 42 и 37 лет для мужчин и женщин, соответственно. Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года страховые пенсии 32 миллионов неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,6%. Минфин поддержал создание Института частных приставов. О его поэтапном внедрении говорится в обзоре бюджетных расходов для Федеральной службы судебных приставов. Частникам могут передать взыскание долгов для бизнеса, но не в пользу государства или населения. Подробности у Ивана Лазаренко. Ивана, с чем связано именно такое направление? Юлия, приветствую. На самом деле идея создания Института частных приставов не нова. Впервые бизнес-сообщество выступило с таким предложением еще в 2006 году. И связано это с тем, что львиная доля исполнительных производств, которые находятся в Федеральной службе судебных приставов, это порядка 70%, связаны с взысканием в пользу государства. И на остальные у приставов зачастую не хватает ни сил, ни времени и желания, потому что они не нацелены на скорость исполнения судебных актов. Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Российские власти проработают внедрение Института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканием долгов в пользу бизнеса. Соответствующая рекомендация содержится в обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов. Предполагается, что на первом этапе частные приставы займутся взысканиями в пользу юридических лиц, а за Федеральной службой останется взыскание задолженности в пользу госорганов и физлиц. Введение и функционирование Института частных приставов может оказать как позитивное, так и отрицательное влияние на развитие сферы исполнительного производства, считают эксперты. Однако передача исполнительного производства в частные руки позволит снизить нагрузку на судебного пристава-исполнителя и значительно оптимизировать бюджетные расходы, так как бизнес-сообщество максимально старается избежать привлечения Федеральной службы судебных приставов для принудительного исполнения решения судов, поскольку на практике это долго и неэффективно. Приставы не нацелены на скорость исполнения судебного акта. Обязательство властей России по предоставлению жилья всем детям-сиротам в стране будет исполнено в течение 6 лет. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Программа по погашению долгов перед всеми детьми-сиротами была выработана на совещании председателя правительства Дмитрия Медведева и утверждена. Сейчас Минфин дорабатывает расчеты по финансированию, сказал Кудрин. Он подчеркнул, что документом предусмотрены критерии и порядок распределения ресурсов для предоставления жилья. По его словам, в течение 6 лет все дети-сироты в стране получат жилье, и больше долгов перед ними не будет. Также глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал расширить полномочия Счетной палаты по борьбе с коррупцией. Я ориентируюсь на общие исследования. Они показывают, что коррупция пока не снижается. Я думаю, что этот ущерб может измеряться триллионами рублей, сказал Кудрин. Как считает чиновник, его ведомству нужны дополнительные полномочия для борьбы с коррупцией. Кудрин уточнил, что сейчас Счетная палата может лишь, выявляя финансовые нарушения, только направлять свои материалы в правоохранительные органы, а уже там разбираются, что считать коррупционными преступлениями, а что нет. Глава ведомства подчеркнул, что коррупция приводит к потере темпов экономического роста, что ведет к снижению роста доходов населения и инвестиций. Кудрин рассказал, что сейчас его ведомство разрабатывает новые методы, которые позволят доказать или опровергнуть коррупцию и предоставлять правоохранительным органам более подробные материалы. В России придумали новый способ укрепить дороги. Речь идет о графеновых нанотрубках, которые укладывают вместе с асфальтом. Экспериментальный участок появился на федеральной трассе Дон. Графеновые нанотрубки формируют в асфальтобетоне армирующую сеть. Тестирование показало, что такие дороги становятся более устойчивыми к образованию трещин и колеи. Это существенно повышает характеристики асфальтобетона, особенно важные в южных широтах на трассах, подверженных высокой транспортной нагрузке при высоких температурах, рассказали производители.
Технология такова. Нанотрубки вводятся в битум, а последний добавляется в асфальтобетон. В результате материал становится более устойчивым к образованию колеи на 67%, а устойчивость к усталостному трещинообразованию возрастает на 67,5%. Минфин планирует в марте ввести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы «Гарантированный пенсионный план». В рамках прошедшего общественного обсуждения первой редакции законопроекта были проведены рабочие встречи с общественниками, представителями работодателей, отраслевыми ассоциациями и негосударственными пенсионными фондами. Планируется, что система должна быть запущена с 2021 года. Гарантированный пенсионный план должен стать стандартизированным защищенным пенсионным продуктом. Его цель – предоставить гражданам возможность направлять личные деньги на финансирование своего пенсионного дохода при стимулирующей поддержке государства. Россиянам стало проще получить налоговый вычет по расходам на лекарства. Теперь вовсе не требуется, чтобы купленные медикаменты входили в специальный перечень, утвержденный правительством. Вернуть часть уплаченного подоходного налога можно при покупке любого препарата, назначенного врачом, напоминают в Федеральной налоговой службе. Размер социального налогового вычета остался прежним. Вернуть можно до 13% от стоимости оплаченных лекарств, но не больше 15 600 рублей. Получить вычет можно одним из двух способов. Либо по окончании года, подав декларацию 3 НДФЛ вместе с подтверждающими документами, это рецепты, чеки, либо в течение года у своего работодателя. В последнем случае можно получить в налоговой инспекции уведомление о подтверждении права на социальный налоговый вычет и предоставить его в бухгалтерию, чтобы она не удерживала НДФЛ из заработной платы работника до тех пор, пока он не получит весь вычет, уточняется в сообщении Федеральной налоговой службы. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Ну а как будут развиваться события в мире экономики дальше, я расскажу в следующем выпуске. Спасибо, Иван. А мы переходим к мировым новостям. Активная фаза извержения вулкана Таль еще не началась, а близлежащие городки уже покрыты толстым слоем пепла. Эвакуированы более 20 тысяч человек, бизнес терпит убытки, но есть и те, кто рад катаклизму. Подробности у Романа Чурикова. Столб пепла высотой в 2 километра, а под ним фонтан лавы. Такое завораживающее зрелище жители Филиппин наблюдают лишь в 34-й раз за полтысячелетия. Вулкан Тааль, который находится в 70 километрах к югу от Манилы, проснулся рано утром в понедельник. И вот-вот начнется активная фаза извержения. Не исключено и легкое землетрясение. Издалека это явление природы кажется зрелищным и завораживающим. А вот жителям ближайших поселений не до лирики. В радиусе 14 километров от вулкана проживают порядка 450 тысяч человек. 24 тысячи уже эвакуированы. Еще столько же готовы покинуть дома в любую минуту. Отключено электричество, перекрыто водоснабжение. Опустели отели, которые приносят большую часть дохода местным жителям. Вулканический пепел разносит ветром, и, к сожалению, именно мы оказались первыми на пути следования облака. Страдаем не только мы, но и наши посевы, скот, предприятия. Все закрылось. Даже не знаю, как долго мы будем все это расчищать. Сочувствую тем, кто сейчас не сможет зарабатывать себе на жизнь. Впрочем, есть и те, кто, наоборот, доволен. Хотя таких, конечно, меньшинство. Например, новобрачные Чино и Кат Паламар. Когда они бронировали место для свадьбы в городке Альфонсо, то и представить не могли, насколько уникальными получатся снимки первого дня их супружеской жизни. Торжество из-за извержения Тааля отменять не стали. Еще бы, такого зрелища для семьи и гостей чета Паламар не смогла бы организовать ни за какие деньги. Королева Великобритании Елизавета II согласилась, что герцог и герцогиня Сассекские могут вести тот образ жизни, который считают подходящим для себя. Ранее принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотели бы сложить в себя обязанности старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. В заявлении от имени главы государства сказано, что Ее Величество понимает желание внука и его жены. Им будет предоставлен переходный период для улаживания формальностей. В это время пара будет жить попеременно в Британии и Канаде, рассказывает Сергей Берец.
Жители маленьких городков на западе Канады гадают, в каком из них могут поселиться принц Гарри и его супруга Меган. Один из возможных вариантов – Сидни на острове Ванкувер в Британской Колумбии. Общее мнение местных жителей – за безопасность пары должен платить Дом Виндзоров или даже лично Елизавета II. Кто-то считает, что переезд сюда знаменитостей – положительное явление, и монархисты будут явно довольны. Другие говорят, что их мнение о британской монархии не для печати, но Гарри и Меган определенно имеют право жить, как считают нужным. В понедельник королева и ее ближайшие родственники обсудили в резиденции Сандрингем будущее герцога и герцогини Сассекских. В заявлении по итогам встречи Ее Величество поддержало стремление пары к новой жизни и финансовой самостоятельности. Потребуется переходный период, в течение которого Гарри и Меган будут жить попеременно в Британии и Канаде. Они останутся почитаемыми членами королевской семьи и сохранят за собой титулы. Пока отец Гарри, наследный принц Уэльский Чарльз, обеспечивает сыну и его жене 95% бюджета. 5% дает суверенный грант, часть прибыли от совокупных владений короны. Пара располагает собственными средствами. Меган Маркл заработала их съемками в телесериале. Принц Гарри получил часть наследства матери, принцессы Дианы. Совокупное состояние Сассексов оценивается примерно в $30 миллионов. Старшие члены королевской семьи не имеют права на оплачиваемую работу по контракту, поэтому вопрос самостоятельного заработка требует особого решения. Ранее появилась информация о планах Меган заняться озвучиванием анимационных фильмов компании Disney в обмен на пожертвования в фонд по защите слонов. Она и Гарри выражали намерение продолжать благотворительную деятельность. Принц, в частности, является патроном игр непобежденных, спортивных состязаний бывших военных, получивших тяжелые увечья во время службы. Предстоящая жизнь в двух странах сопряжена с вопросами уплаты налогов и обеспечения безопасности четы Сассексов. Сейчас их охраняют вооруженные сотрудники лондонской полиции. Уличные аниматоры в костюмах зебр помогают пешеходам переходить дорогу в условиях хаотичного трафика боливийской столицы Ла-Паса, а также с юмором бранят водителей, нарушающих правила. Подробности у Артема Сторонова. Улицы столицы Боливии Ла-Паса наводнили зебры. Точнее, люди в костюмах зебр. Своим веселым поведением они вызывают улыбку как у прохожих, так и у многих водителей. Но это не просто уличные аниматоры. Зебры выполняют важную социальную функцию. Они с юмором бранят водителей за нарушение правил дорожного движения и помогают людям переходить через дорогу. Мы всегда активны на работе. Мы городские учителя, а не клоуны. Хотя многие прохожие считают, что мы здесь для того, чтобы их развеселить и рассмешить. Это не так. Веселье, конечно, заразительно, но одновременно с этим люди учатся правильно вести себя на дорогах и быть добрее друг к другу. 22-летняя Сьюзан Лимачи участвует в этой программе уже 3 года. По ее словам, метод пряника, а не кнута, в вопросе соблюдения правил дорожного движения в условиях хаотичного столичного трафика дает свои плоды. Заводить разговор с горожанами и заставить их тебя слушать – дело непростое. Но чувствуешь настоящее удовлетворение, когда видишь, что благодаря тебе водители начинают останавливаться перед переходом, а пешеходы стоят, когда горит красный свет. Это означает, что мы хорошо выполняем работу и добиваемся своих целей. Программу поддерживают столичные власти. Сейчас в Ла-Пасе работают около 100 таких зебр. Многие из них – неблагополучные молодые люди, проходящие программу реабилитации. Зебрам выплачивают стипендии, для них проводят образовательные семинары. Программа даже стала настолько успешной, что ее решили распространить еще на 4 боливийских города. 2 французских каскадера пролетели на реактивных двигателях сквозь небесные врата. Так называется пещера в Центральном Китае, рассказывает Роман Чуриков. Пролететь сквозь игольное ушко на скорости почти в 400 км в час, на высоте в километр с лишним. Примерно в этом состояла задача 2 французов – Фреда Фужена и Ванса Рефе. Они также известны как джетмены или люди-крылья.
Каскадеры, облаченные в специальные костюмы и с реактивными двигателями за спиной, высадились с вертолета в китайской провинции Хунань с одной единственной целью – пролететь сквозь небесные врата. Так называется пещера в горе Тяньмэнь. Это чудо природы располагается в одноименном национальном парке и считается одним из символов Китая. К слову, эти места в свое время вдохновили Джеймса Кэмерона на создание «Аватара». Небесные врата огромны, их ширина 57 метров, высота 60. Но на скорости в 385 км в час попасть в них оказалось не так уж и просто. Каскадеры делятся своими впечатлениями. Было страшновато. Когда несешься к ним, очертя голову, врата не кажутся такими уж большими. Чувствуешь невероятное напряжение. Одно самое малое неверное движение, и ты в скале. Но это потрясающее достижение. Спасибо нашей команде и всем, кто помог нам этого добиться. У нас сбылась мечта. Наш друг Джеб Карли уже сделал это несколько лет назад, и тогда мы решили, что тоже так хотим. Ведь вдвоем такого еще никто не достигал. Пролетать сквозь врата на такой скорости – это потрясающе, очень эмоциональный опыт. Пролет, за которым наблюдали сотни туристов, каскадеры на самом деле совершили еще 15 ноября прошлого года. Но профессиональные съемки выпустили только сегодня. Создатели этих кадров надеются, что зрители смогут пережить приблизительно те же эмоции, что и люди-крылья. Своими ближайшими планами дуэт джетменов не делится. Но французы обещают, что это будет нечто не менее захватывающее. Возвращаемся к событиям региональным. В Мегино-Кангаласском районе задержан мужчина, подозреваемый в краже норковой шубы из магазина стоимостью 160 тысяч рублей. Подробности у Александра Хавренко. Александр, как злоумышленник совершил кражу? Будучи нетрезвым, преступник зашел в торговый центр и воспользовался отсутствием продавца, увидел шубу и унес ее. Но не зная, что с ней делать, мужчина спрятал похищенное в сугробе. Это обзор чрезвычайных происшествий. В студии Александр Хавренко. Здравствуйте. В дежурную часть полиции по Мегино-Кангаласскому району обратилась жительница села Майя с заявлением о хищении норковой шубы стоимостью 160 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили ранее судимого 43-летнего подозреваемого. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения зашел в торговый центр. Он пробрался в подсобку одного из торговых помещений, воспользовавшись тем, что там никого не было. Оттуда и похитил шубу потерпевшей. Похищенный он спрятал в снегу, чтобы впоследствии забрать и сбыть. Однако это совершить ему не удалось. Норковая шуба изъята и будет возвращена законной владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». А в дежурную часть полиции по Вилюйскому району обратилась жительница города Вилюйска с заявлением о краже холодильника. Установлено, что хищение совершено путем взлома навесного замка на входной двери дома. По словам хозяйки, квартира сдавалась в аренду, но в этот момент она пустовала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили ранее судимого за кражу 39-летнего мужчину. Злоумышленник приметил пустующую квартиру и решил похитить из нее что-нибудь ценное. Взломав входную дверь, он проник внутрь и совершил кражу холодильника. Похищенный мужчина сбыл за пару бутылок водки. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 18-летний житель Якутска поверил лжесотруднику службы безопасности банка и лишился 9 тысяч рублей. Он пояснил полицейским, что накануне ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Лжесотрудник начал убеждать молодого человека, что якобы с его банковской карты кто-то пытается снять деньги. А чтобы сохранить сбережения, предложил потерпевшему установить программу антивирус для телефона и сообщить ему пароль, который поступит по СМС-сообщению. Будучи введенным в заблуждение, парень выполнил указания звонившего, после чего с банковского счета заявителя было похищено 9 тысяч рублей. На пульт оператора отдела вневедомственной охраны поступил сигнал сохраняемого объекта одной из столичных гостиниц. Администратор нажал кнопку тревожной сигнализации для вызова наряда группы задержания, услышав шум драки в одном из номеров. Росгвардейцы прибыли на объект через считанные минуты и обнаружили мужчину, который лежал без сознания. По горячим следам сотрудниками был задержан подозреваемый, 30-летний уроженец Мегино-Кангаласского района, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. 34-летний потерпевший, уроженец того же района, госпитализирован в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой. В отношении задержанного, доставленного в дежурную часть полиции, проводится проверка. Установлено, что конфликт между гостями отеля произошел в ходе совместного распития спиртных напитков. Следователи в Нюрбе расследуют уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство» по факту обнаружения трупа 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти криминального характера.
Трагический случай произошел в ночь на 7 января 2020 года. В компании двух мужчин и женщины распивали спиртные напитки в доме потерпевшего. После застолья гости легли спать, а хозяин квартиры мешал гостю уснуть. На этой почве между ними возникла ссора, в результате которой 42-летний гость кухонным ножом один раз ударил в грудную клетку хозяина. В результате потерпевший от полученного ранения скончался на месте преступления. Его тело было обнаружено рано утром женщиной, с которой они вместе распивали спиртные напитки в той же квартире. Она сразу же сообщила об обнаружении тела в скорую помощь и правоохранительные органы. В тот же день по горячим следам оперативными сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение. Сильные дожди и снегопады в Пакистане стали причиной исхода лавин и оползней, в результате которых погибли десятки людей. Многие числятся пропавшими без вести. Подробности рассказывает Артем Сторонов. По меньшей мере 57 человек погибли за последние сутки в результате схода лавин в штате Кашмир на границе Индии и Пакистана. Среди них, как сообщается, 5 военных. По данным местных властей, десятки людей числятся пропавшими без вести после того, как из-за сильных дождей на долину Нилум сошли оползни. Поисковая операция продолжается. Одновременно с этим на западе Пакистана, в провинции Белуджистан, сильный снегопад в горах разрушил несколько строений, что стало причиной гибели 17 человек. В 7 округах объявлен режим ЧС. На помощь спасателям направлены военные. Многие дороги, ведущие в Афганистан, оказались заблокированы. В самой соседней стране из-за холодов и снегопадов за последние 2 недели погибли 39 человек. На этом наш выпуск завершен. О чрезвычайных происшествиях в мире, России и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Юлия, на этом у меня все. Спасибо, Александр. Сегодня в Нерюнгри второй день ведет прием по личным вопросам уполномоченный по правам человека в республике Сардана Гурьева. О проблемах, волнующих нерюнгринцев, с которыми они пришли к омбудсмену, готова рассказать Екатерина Павлова. Она на прямой связи со студией. Екатерина, здравствуй, тебе слово. Да, здравствуй, Юлия. Прием по личным вопросам осуществлялся в Нерюнгринской районной администрации в течение 2 дней. В республике уделяется большое внимание защите прав граждан. И такой формат встреч является эффективным. Здесь человек может рассказать о своих проблемах, быть услышанным, и также ему могут помочь решить проблему сразу на месте. Сардана Гурьева разделила блок вопросов. К ней обратилось 27 нерюнгринцев за 2 дня. И Сардана Гурьева разделила основную массу вопросов на несколько частей. Первая часть связана с нарушением жилищных прав. Это касается и переселения из ветхого и аварийного жилья, а также нарушения в сфере повреждения жилого помещения граждан от пожара. Вместе с местными органами власти и специалистами эти вопросы были взяты на контроль. Некоторые удалось решить сразу на месте. На вторую группу вопросов Сардана Гурьева сгруппировала как вопросы качества предоставления медицинских услуг. Это направление заявок на операции и нехватка врачей на месте. Поступившие вопросы взяты на контроль. Также группа вопросов была связана с установлением инвалидности. В апреле планируется выезд врачей медико-социальной экспертизы, где с обратившимися жалобами граждан могут осмотреть врачи на месте очно. Также Сардана Гурьева отметила проблему, которая беспокоит нерюнгринцев не первый год. Вот что она сказала. Коллективная также жалоба поступила от нерюнгринских пенсионеров. Проблемы это давние. И с точки зрения все-таки невосстановления справедливости в отношении тех специалистов, которые в свое время приехали на освоение Южной Якутии, и по ним были приняты решения судов об отказе применения равного коэффициента, и более того, что есть ряд неисполненных судебных решений, также доведена информация о работе рабочей группы при правительстве Республики Саха-Якутия, ну и намечены также выслушаны и намечены планы и выслушаны внимательно предложения по дальнейшему решению данного вопроса. Вот такие вопросы волновали нерюнгринцев сегодня. Встречи в таком формате, конечно же, будут продолжены, и мы будем следить за развитием событий. Юлия. Спасибо, Катя. Я напомню, это была наш корреспондент Екатерина Павлова.
Мы переходим к новостям спорта. Спортсмены сборной России завоевали 3 медали в 5-й день юношеских Олимпийских игр, которые проходят в швейцарской Лозанне. Подробности у моего коллеги Власия Сергеева. Власий, кто пополнил копилку нашей сборной? Юлия, здравствуй. Все 3 медали были завоеваны представителями биатлонов. Сборная России продолжает лидировать в медальном зачете. На втором месте идет сборная Швейцарии, ну а замыкает тройку лидеров команда Японии. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российские спортсмены завоевали 3 медали в 5-й соревновательный день юношеских Олимпийских игр. Соревнования проходят в Лозанне. 2 награды в копилку команды принесли биатлонистки, стартовавшие в спринте на 6 километров. Награду высшего достоинства завоевала Алена Мохова. Ну а хозяйкой серебряной медали стала Анастасия Зенова. У мужчин в спринте на 7,5 километров второе место занял Денис Иродов. Сборная России продолжает лидировать в общем зачете. На ее счету 14 медалей. Из них 5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте идет команда Швейцарии, у которой 13 медалей. Третье место занимает сборная Японии с 5 наградами. Игры в Лозанне завершатся 22 января. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест. Об этом сообщает ТАСС. Напомню, Беспутин завоевал свой пояс 1 декабря 2019 года, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей. После этого поединка спортсмен прошел допинг-контроль. Именно эта проба дала положительный результат на лигандрол. Данный препарат схож с анаболическими стероидами, однако имеет меньше побочных эффектов. На счету 28-летнего Беспутина 14 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, а также серебряным призером Европейских игр. На профессиональном ринге спортсмен в профессиональный ринг перешел в 2015 году. Российский экипаж команды КамАЗ-Мастер под управлением Андрея Каргинова стал победителем 9-го этапа ралли-рейда «Дакар». Соревнования проходят в Саудовской Аравии. Грузовик россиянина преодолел участок длиной 410 километров за 3 часа 33 минуты и 42 секунды. Вторым линию финиша пересек белорус Сергей Вязович на МАЗе, отставший от лидера на 3 минуты. Тройку лидеров замкнул еще один представитель российской команды Эдуард Николаев. Для Каргинова эта победа стала 4-й к ряду на текущем «Дакаре». Он продолжает лидировать в общем зачете грузовиков. Вторым идет Антон Шибалов из команды КамАЗ-Мастер. На 3-м месте Вязович. Ралли-марафон финиширует 17 января. Баскетболисты российского клуба ЦСКА одержали победу над испанским «Реалом» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 60-55. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник армейцев Майк Джеймс, набравший 19 очков. У гостей самым точным был форвард Трей Томпкинс. На его счету 14 баллов. ЦСКА прервал победную серию «Реала» в Евролиге, которая составила 13 матчей. Армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Реал» идет вторым, имея в активе 30 пунктов. В следующем туре ЦСКА дома сыграет с испанской «Басконией». Встреча состоится 17 января. Ну а «Реал» днем ранее в гостях встретится с подмосковными «Химками». Новым главным тренером футбольного клуба «Барселона» стал Энрике Сетьен Солер, более известный под именем Кике. Контракт с предыдущим наставником каталонцев Эрнесто Вальверде расторгнут по взаимному согласию сторон. Подробности в следующем репортаже рассказывает Сергей Берец. Кике Сетьен стал во вторник новым главным тренером «Барселоны». Контракт с ним от лица клуба подписал президент «Барсы» Жозеп Мария Бартомео. По словам Сетьена, до недавнего времени тренировавшего команду «Реал Бетис» в Севилье, такую возможность он не мог представить в самых смелых мечтах. Главное, что я хотел бы передать игрокам, ведь мы знаем, что зависим от них, это восторг, желание побеждать и уверенность, которую испытываю сейчас. Сетьен поблагодарил руководство клуба и тепло отозвался о предшественнике Эрнесто Вальверде. Барселона расторгла контракт с ним после того, как команда дважды вылетела из Лиги чемпионов, уступив Роме и Ливерпулю. Не помогли 2 победы в домашнем чемпионате, а также Кубок и Суперкубок Испании. Ожидается, что под руководством Кике Сетьена Барселона будет играть в атакующий футбол, как в легендарные времена Пепа Гвардиолы. Каталонский клуб сейчас идет на 1-м месте чемпионата Испании, опережая Реал Мадрид. Барса также впервые возглавила футбольную денежную лигу. Рейтинг Deloitte Football Money League ранжирует клубы в зависимости от доходов, полученных в предыдущем сезоне. Показатель Барсы почти 841 миллион евро. Второе место у Реала – 757 миллионов. На 3-й позиции Манчестер Юнайтед, у которого 711 миллионов.
К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Юлия, тебе слово. Спасибо, Власий. В московском зоопарке панда Дин-Дин радуется снегу, который так долго ждали и не только жители столицы, но и экзотические животные. На кадрах бамбуковый медвежонок взбирается на заснеженную елку, ломает и грызет ее ветки. Рождественское дерево в вольере у Дин-Дин появилось не случайно. Так обитатели зоопарка поздравили со Старым Новым годом. Вместе со свежими елями животные получили и новогодние угощения. Однако пока одни звери наводили марафет и чистили свои меха, продолжая праздники, Дин-Дин не могла ни секунды усидеть на месте. Панда то и дело кувыркалась и закручивалась в снег, радостно круша все на своем пути. Когда Дин-Дин взгромоздилась на елку, верхушка дерева отломилась, и панда кубарем полетела вниз, но даже при этом ловкий медвежонок успел прихватить с собой несколько веток хвои. Однако и этот курьез не остановил панду. Она продолжила творить хаос и кинулась с объятиями к непокорившемуся ей дереву. Как известно, у природы нет плохой погоды. На этой неделе православные христиане отметят Крещение Господне. В этот праздник якутяне повсеместно будут опускаться в крещенскую купель, и традиционно в праздничные дни наступает похолодание. Какую погоду ожидать нам, расскажет Сергей Михедов. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Сережа, приветствую. Ждать ли так называемых крещенских морозов? Юля, привет! Действительно, ежегодно на крещение морозы не щадят никого. Например, в прошлом году на территории Якутии уже с 15 января температура воздуха практически повсеместно колебалась от минус 40, минус 50, а то и ниже. Ну а в этом году, в начале года, резко потеплело. Буквально неделю назад в Якутске столбик термометра показывал около 20 градусов со знаком минус. Люди вышли на улицы, свободно гуляли, играли в снежки, было очень тепло. Ну а сегодня уже около минус 32, минус 34. И мы решили обратиться к специалистам Якутского гидрометцентра, чтобы узнать прогноз на ближайшие выходные, на крещение, какой же будет погода. Давайте послушаем. Ну, в ближайшие дни температура вот в районе Якутской пригорода останется примерно такая, какая есть, будет с небольшими прояснениями, облачно, возможны временами осадки. Вот, а на выходные температура вот в центральной части Якутии будет при прояснении опускаться до минус 35, минус 40 градусов, а дневная температура будет от минус 30 до минус 35. Ну и, наверное, скажу, ни для кого не секрет, что первая декада января была довольно-таки теплая, особенно это отразилось на западе, юго-западе республики, где тоже температурные аномалии, и вот касаемо Якутска, обошлись, ну, в 10-15 градусов выше нормы. Ну, что для республики, конечно, очень удивительно и аномально. Вот. А крещенские морозы ожидаются, ну, могут достигнуть вот в самых наших, как говорится, северных районах, это вот Аймиконский и Верхоянский, да, температуры, где могут опускаться до минус 50 градусов. И прямо сейчас мы находимся возле Якутского гидрометцентра, и сзади меня табло, на котором круглые сутки показывают самую точную информацию о погоде в столице. Сюда она передается непосредственно с измерительных приборов, с метеостанции. Ну, а что касаемо погоды на выходные, мы уже рассказали. Крещенские морозы не ожидаются, но, как известно, погода явление капризное, поэтому посмотрим, какой она будет. Юля, у меня все. Спасибо, Сергей. С погодой нам в январе действительно повезло. Я напомню, это был наш корреспондент Сергей Михедов. Ну а теперь о погоде в крупных городах нашей республики. В Алдане малооблачно, температура воздуха минус 22 градуса, ветер дует со скоростью 3 метра в секунду, ожидается небольшой снег. Минус 17 ясно в Ленске, без осадков, ветер 3 метра в секунду, днем ожидаются осадки в виде снега. В Мирном малооблачно, 23 градуса ниже нуля, скорость ветра 3 метра в секунду, в течение дня переменная облачность без осадков. 27 градусов со знаком минус за окнами Нерюнгринцев, Штиль, малооблачно, небольшой снег. В течение дня небо прояснится. В Якутске 32 градуса ниже нуля, малооблачно и также снег. Ветер 1 метр в секунду. Оставайтесь с нами, впереди еще много всего интересного.